Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана обсудил сотрудничество с председателем парламентской ассамблеи ОБСЕ. Туркменистан электрифицирует магистраль Туркменабад-Туркменбаши. Встреча группы друзей устойчивого транспорта состоялась в Ашхабаде и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился с председателем парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Каумой. В ходе встречи обсуждались вопросы укрепления межпарламентских отношений и взаимодействия с международными организациями. Пиа Каума отметила, что ОБСЕ придает огромное значение развитию взаимодействия с нейтральным Туркменистаном, выступающим за упрочение мира и благополучия в регионе и на планете. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился со специальным посланником генерального секретаря ООН по вопросам безопасности дорожного движения Жаном Тоттом. Стороны обсудили вопросы устойчивого транспорта и безопасности дорожного движения, а также значимость принятой по инициативе Туркменистана резолюции ООН об объявлении 26 ноября Всемирным днем устойчивого транспорта. Жан Тот отметил образцовую деятельность Туркменистана в сфере устойчивой транспортной системы и подчеркнул важность активного сотрудничества с ООН. В Ашхабаде начала свою работу вторая конференция «Парламентская дипломатия в пространстве ОБСЕ. Диалог – инструмент установления сотрудничества для благополучного и мирного будущего», организованная Меджлисом Туркменистана совместно с парламентской ассамблеей ОБСЕ. Главная цель мероприятия – укрепление регионального диалога и продвижение всеобъемлющего подхода к обеспечению безопасности и устойчивого мира. В столице Туркменистана состоялась вторая министерская встреча группы друзей устойчивого транспорта. В ходе встречи стороны рассмотрели возможности дальнейшего совершенствования деятельности группы друзей устойчивого транспорта, включая выработку новых эффективных решений в области устойчивого развития транспортных систем на глобальном уровне. Был рассмотрен вопрос принятия новых стран-членов, выразивших намерение присоединиться к группе друзей устойчивого транспорта. Была подчеркнута необходимость консолидации усилий в подготовке к десятилетию ООН по устойчивому транспорту на 2026-2035 годы. На международном форуме эксперты Туркменистана представили стратегию трансформации транспортного сектора, подчеркнув его ключевую роль в решении глобальных экологических задач. По словам заместителя генерального директора ОАО «Тулм» Рахима Ханаева, транспорт сегодня является одним из основных источников выбросов парниковых газов, генерируя почти четверть мировых выбросов углекислого газа. Ключевой момент выступления – революционный тезис о том, что транспорт может стать не только проблемой, но и решением климатической повестки. Конкретным шагом в реализации этой концепции станет масштабный инфраструктурный проект – электрификация железнодорожной магистрали Туркменабад-Туркменбаши протяженностью более 1100 километров. Этот амбициозный план не только снизит выбросы СО2, но и существенно увеличит транзитный потенциал страны. В рамках укрепления двусторонних отношений Россия и Казахстан открыли новый этап в образовательном сотрудничестве. По видеосвязи Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев приняли участие в церемонии открытия филиала Казахского национального университета имени Аль-Фараби в Омске. Начало приема абитуриентов запланировано на сентябрь 2025 года. Правительства России и Казахстана уже подготовили совместную образовательную программу, в рамках которой будет выделено 200 грантов для студентов. Мировой рынок кофе переживает беспрецедентный ценовой скачок. Биржевые котировки на арабику поднялись до уровня, невиденного с 1977 года. Основная причина резкого подорожания – экстремальные погодные условия в ведущих кофепроизводящих государствах Бразилии и Вьетнаме. Футбольный клуб «Алты-Насыр» на своем поле уступил иракскому Air Force в матче пятого тура группового этапа второй Лиги чемпионов АФК. Встреча, прошедшая в Ашхабаде, завершилась в пользу гостей со счетом 2-0. В другом матче группы «Б» саудовский Аль-Таувун одержал победу со счетом 2-1 над Аль-Халдией из Бахрейна. После 5 туров «Алты-Насыр» замыкает таблицу, не набрав ни одного очка. 4 декабря связисты проведут заключительный матч группового этапа в гостях против Аль-Халдии. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.